Здоровая нация – это здоровое будущее, открытие, строительство, оснащение оборудованием. Благодаря национальному проекту здравоохранения в регионе создаются новые возможности для комфортного и качественного лечения. В этом году все объекты переходящие, то есть их строительство начато в 2022 году и уже в этом должно быть завершено. Запланированы продолжение, завершение строительства Кантышевской участковой больницы, завершение строительства ФАПа в сельском поселении Южное и врачебная сельская врачебная амбулатория в Сурхахах. Помимо этого, для 4 медицинских организаций в этом году запланировано приобретение медицинского оборудования, необходимого для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи населению, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Первичное звено здравоохранения – самая востребованная часть медицинской службы. Так, согласно статистике, в поликлинике, в амбулатории и ФАПы России ежегодно обращается около 900 миллионов человек. И важно, чтобы медучреждения отвечали современным стандартам, как, например, будущая Кантышевская больница, которая строится в рамках модернизации первичного звена. Напротив старой больницы построен новый объект на 60 стационарных коек и 100 посещений амбулаторных. Постройка данного объекта была острой необходимостью как для пациентов, так и для сотрудников больницы. Вот сейчас этот объект уже идет к завершению, и в текущем году планируется уже сдача объекта. Цель национального проекта – повысить продолжительность жизни россиян и увеличить рождаемость в стране. Если говорить о программе укрепления общественного здоровья, то там свою работу Минздрав региона начинает с текущего года. Этим будет заниматься Центр медицинской профилактики республики. Сегодня система здравоохранения не стоит на месте, появляются дополнительные условия как для пациентов, так и для медиков. В рамках мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи, как и в прошлом году. В прошлом году впервые у нас были вылеты санитарной авиации для эвакуации тяжелых пациентов. В прошлом году это были ожоговые пациенты, которые доставлены были в Махачкалу, в специализированный ожоговый центр. В этом году также будут продолжены эти мероприятия, и при необходимости тяжелые пациенты будут эвакуированы для оказания более специализированной медицинской помощи. На базе 6 медорганизаций высокотехнологичную медицинскую помощь получают ежегодно более 1000 пациентов по 8 профилям. Всего в регионе на сегодня трудится более 2000 врачей. В этом году благодаря национальному проекту медики смогут пройти повышение квалификации, а медучреждения будут модернизированы. Капитальный ремонт – это мероприятие с прошлого года. Деньги резервного фонда запланировано проведение капитального ремонта в поликлиническом отделении Малгобекской центральной районной больницы. Просто там идет до оснащения, будет приобретен генераторная установка для бесперебойного обеспечения электроэнергии, чтобы жители могли обратиться и получить все необходимые услуги в этих медицинских организациях. Словом, вся работа будет направлена на улучшение качества жизни населения. Национальный проект здравоохранения рассчитан на 5 лет. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.